желание любить землю, которое определенным образом впоследствии монетизировалось в бизнес. То есть это прям любовь к корням, и это на самом деле нечто очень большое. Почему? Потому что то, как мы на генетическом уровне знаем Крым, не знает никто в Крыму. И если мы пытаемся показать свою идентичность через всевозможные проявления, мне так кажется, что мы можем это делать гораздо лучше всех остальных. Потому что в наших кровях и в наших генах пласт за пластом течет, сохраняется вот эта история, неведомо от нас. Да? Ну вот, мне кажется, что это очень важно. И когда ты идешь либо от сердца, либо от ума, ты приходишь в точку успеха. Да, в нашем случае мы шли просто от сердца. Но я должна сказать, что в дальнейшем, когда тебе повезло, на какой-то момент дальше работают другие вещи. Дальше надо учиться, двигаться и из ошибок выносить какой-то опыт. Потому что бизнес сам по себе – это такая очень жесткая структура, потому что то, что ты создаешь, должно быть нужно кому-то. И кто-то должен оставить тебе возможность при помощи инструментов, которыми являются деньги, двигаться дальше и углубляться. Я живу в курортном городе и очень часто вот так вот по берегу проезжаюсь, я имею в виду по южному берегу Крыма, и я вижу определенное, знаете, такое стыдливое проявление вот этой этники в тех или иных заведениях, да, в том, что предлагает наш бизнес, малый, средний бизнес в основном, стесняясь. Вот этот вот, не хочется называть это стыдом, не хочется называть это какой-то неуверенностью, но все-таки вот это проскальзывает, когда заменяется крымско-татарское название на какое-то нечто, что-то восточное. И мне кажется, вот, это интересный феномен, и как с этим не бороться, а как с этим справляться и понимать, быть уверенным в том, что это может быть интересно. Ну вот когда Рустембей сказал, что все, кто приезжает сюда, хотят увидеть в Крыму крымских татар, я с этим не совсем согласна. Но не очень-то хотят в Крыму увидеть какой-то и какой-то этнос и крымских татар. Наша задача на самом деле показать, что здесь крымские татары есть. Это важная задача. И показать через настоящность и через качество. То, о чем вы говорите, Ленора Ханом, это как раз-таки отсутствие, может быть, понимания, что это очень большая ценность. И если этого качества нет, то лучше пусть этого понимания и не будет. Пусть стыдятся и не делают, чем делают плохо. Потому что когда мы несем миру свой продукт, мы его должны нести достойно. Он должен быть качественным, он должен быть с чувством достоинства, и он должен быть настоящим. Настоящим не всегда там дорогим, не всегда это огромные деньги, но настоящее это всегда очень искреннее. И мне кажется, и я когда-то говорила об этом, что у нашего народа есть два момента неоспоримых. Это гостеприимство и чистоплотность важна. И когда ты приходишь в заведение, ты должен увидеть чистоту, и ты не должен найти туалет по его запаху. Это понятно, ясно, это качество. И когда ты заходишь в ресторан, то определяется кухня ресторана по тому, какой туалет в этом заведении. Это тоже важно. Ну, то есть какие-то такие вещи. Но чем больше, мне кажется, человек раскрывает мир, чем он больше ездит, тем он больше понимает, что самая большая ценность – это самоидентификация и то, чем я отличаюсь от мира, будучи с ним одинаковым. И когда мы говорим про современные технологии, про маркетплейсы, мы говорим о глобализации мира, который стал очень маленьким. Ты за 2 клика можешь увидеть, что, где, как. Ты можешь достигнуть какой-то вершины достаточно быстро. Ты можешь набрать подписчиков очень быстро. Это да. Но то, что должны мы пытаться делать здесь, в Крыму, это, будучи на уровне с другими, понимая, что мир глобален, и он разметает все границы, сохранять эти границы. Потому что если мы сохраняем эти границы, мы такие, какие мы есть. В нас есть какой-то QR-код, и мы его должны показывать, что он другой, чем у соседа справа, у соседа слева. Вы знаете, вот буквально сейчас
прочла и потом поискала для того, чтобы вам прочесть одну фразу. Вот. И она звучит примерно так. Она вообще не об этом, не о том, о чем мы с вами говорим, но можно, перефразировав, сказать и об этом. Черчиллю принадлежат следующие слова. «Кто в молодости не был либералом, у того нет сердца. Кто в зрелости не стал консерватором, у того нет ума». Этнография – это равно где-то консерватизм. Почему? Потому что это то, что было вчера, позавчера у наших дедов, прадедов, у наших родителей. И мы это несем дальше. Это все равно консерватизм. И если мы, люди, в данном случае более старшего поколения, несем это и говорим об этом, смею надеяться, значит, у нас есть ум. Дервиш ИВИ и социальные сети, как складываются ваши отношения? Очень бурно. Да, неожиданный бурный роман, да. Но на самом деле мы же не заметили, как это стало частью нашей работы. Сейчас все выключи, и все остановятся. Сегодня даже медник, у меня вся информация в компьютере. Все, что мне нужно, не кипы бумаг, а вся информация в компьютере. И мы общаемся с помощью социальных сетей или там интернета. Это огромная часть работы. Это произошло незаметно, но очень уже, по-моему, там обратной дороги нет этому процессу. Вся наша жизнь уже там внутри. Некоторые люди уже на улицу, когда выходят, по-моему, он удивленно оглядывается, где я. Не, я говорю про тех, кто там застрял. Мы-то как бы еще осознаем свою связь с настоящей жизнью. Нет, это очень помогает в работе, это очень хорошо. Я помню тот момент, когда у меня первый раз появился сотовый телефон в руках, и я принял заказ, находясь в одном городе. И пока я доехал до цеха, мне привезли металл на работу. Это было давным-давно, 20 лет назад. Но я удивился. Скорости. Так бы я приехал бы куда-то там в магазин, купил бы, привез. А тут я просто еду в машине, по дороге все заказал. Пока я приехал, у меня материал был в цеху. Началось вот с этого. А сегодня у нас есть люди, специалисты, которые этим занимаются. То есть есть профессия. Мне, конечно, немножко смешно, когда я об этом слышу, но я понимаю, что это во мне говорит вот это вот. Консерватизм, тот самый. Недалекость небольшая в том смысле, что мы к этому, да, мы не привыкли, а молодые люди, они как бы воспринимают это очень серьезно, и для них МММщик – это серьезная профессия. СММщик. Или СММщик. Вот, понимаете? То есть для них это очень серьезно, а мы улыбаемся. Но мы недолго, по ходу, будем улыбаться там. Да, нам кажется, что дети лазят в соцсетях, ни черта не... на своих детей, если говорить, не на общем, вот прям всех. Что ты там залип, и ты лазишь, что-то. А через какой-то момент ты понимаешь, что этот ребенок, он тебе такие вещи говорит, которые ты не понимал, и он более встроен в это время, в эти дни, и мудрость веков, в общем, тут почти что ни при чем. Тут это наверное, то, с чем они нас будут учить.